Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. И я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. Министерство по налогам и сборам готовится к реализации программы внедрения онлайн-кассы и автоматизированной системы контроля за налоговыми расчетами в части НДС. В республике начался активный сезон сбора мимозы к Международному женскому дню. Дендропарк Николая Смитского в Агудзере планирует восстановить. Проект получил поддержку Российского фонда президентских грантов. Президент Бадра Гунба отбыл с рабочим визитом в Москву. Как сообщает пресс-служба главы государства, запланирован ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации. Будет затронут широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Бадра Гунба встретился с водителями большегрузных автомобилей, которые 12 февраля организовали акцию на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба главы государства. Водители выразили недовольство сложностями, вызванными требованием полной выгрузки товаров при таможенном досмотре. В ответ на это президент поручил соответствующим службам упростить процедуры и организовать работу более эффективно, привлекая больше сотрудников, чтобы минимизировать трудности для водителей. Гунба подчеркнул, что упрощение процедуры досмотра не должно навредить интересам республики. Учитывая важность таможенных платежей для бюджета, президент поручил обеспечить строгий контроль над всеми ввозимыми товарами. Олегу Барцец присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал Бадра Гунба. Еще одним указом президента Али Асайба назначен чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в Никарагуа. Бадра Гунба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по увековечению памяти владетельного князя Абхазии Килишбея Чачба. Возглавляет комиссию вице-президент Беслан Бигвава. Доброволец из Абхазии Ринат Какалия погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Решением Совета по наградам боец награжден Золотым Георгиевским крестом первой степени посмертно. В ближайшее время награда будет передана семье героя, сообщает Единый штаб помощи Донбассу. Тело погибшего доставлено в Абхазию. Похороны состоятся 15 февраля в поселке Агудзера. Абхазский документальный фильм «Доброволец» получил национальную кинопремию «Герои большой страны». Документальный сериал «Доброволец» абхазских авторов Георгия Берзеня и Саида Барганджа одержал победу в номинации «Герои СВО». Церемония вручения третьей национальной кинопремии «Герои большой страны» состоялась в Национальном центре «Россия». В Вооруженных силах Абхазии началась совместная штабная тренировка. Она направлена на совершенствование навыков командного состава в управлении войсками в условиях неопределенной оперативной обстановки с применением новых информационных технологий, сообщает пресс-служба Минобороны. Основной целью тренировок является отработка слаженной совместной работы всех силовых ведомств и органов власти для быстрой реакции на угрозы безопасности. Продолжаем выпуск. Министерство по налогам и сборам готовится к реализации программы внедрения онлайн-кассы и автоматизированной системы контроля за налоговыми расчетами в части НДС. Так, 9 февраля между МНС Абхазии и Федеральной налоговой службой России было подписано соглашение об оказании нашей республики безвозмездной техпомощи в части налогового администрирования. Об этапах внедрения системы и ее пользе для государства наш следующий репортаж. Внедрение контрольно-кассовой техники – процесс сложный и трудоемкий, поэтому проходит в несколько этапов. Один из самых главных – нормативно-правовой. Так, в феврале текущего года между профильными ведомствами Абхазии и России было подписано соглашение об оказании безвозмездной техпомощи в части налогового администрирования. В течение 2026 года абхазские специалисты пройдут программу обучения по работе с контрольно-кассовой техникой. В течение 2026 года представители Российской Федерации, их IT-специалисты будут направлены в Республику Абхазия для обучения наших IT-специалистов по работе с контрольно-кассовой техникой, для того, чтобы в текущем режиме каждый из наших сотрудников управления информационных технологий мог исправлять те или иные ошибки в последующем. Контрольно-кассовые техники на сегодняшний день стоят на объектах предпринимательской деятельности, но данный ККТ, так
сокращенное наименование, они не подключены в системе управления базы данных, и мы в режиме реального времени не наблюдаем те обороты и выручки, которые есть у предпринимателя. Проект предусматривает внедрение по всей республике контрольно-кассовых аппаратов. С их помощью через специальное фискальное устройство информация об обороте денежных средств будет поступать напрямую в базу Министерства по налогам и сборам. В том числе внедрение АСК НДС-2 позволит налоговым органам более тщательно следить за всеми вычетами в режиме реального времени, предоставляемым от организации другим организациям. Стоит отметить, что контрольно-кассовая техника, она будет подключена к системе управления базой данных Министерства по налогам и сборам, и также в режиме реального времени будем отслеживать все транзакции, которые происходят на объектах предпринимательской деятельности. Вы знаете, у нас сейчас есть система управления базой данных. В Министерстве по налогам и сборам очень большая работа проводилась по цифровизации работы Министерства по налогам и сборам. И наш программный продукт, кстати, был очень хорошо отмечен нашими российскими коллегами и достаточно оценен высоким уровнем. И, собственно говоря, данные программные продукты, которые нам передают, это позволит улучшить те системы администрирования, которые у нас на сегодняшний день есть. В свою очередь, хотелось бы отметить, что принцип работы Министерства по налогам и сборам, он на протяжении долгого периода времени направлен на цифровизацию процессов администрирования, на минимизацию контактов налогоплательщика с налоговыми органами. По словам специалистов, внедрение контрольно-кассовой техники направлено на автоматизированный контроль за денежными поступлениями налогоплательщиков, автоматическое выявление зон риска правонарушений, снижение административной нагрузки на бизнес и повышение уровня защиты прав потребителей. И подобного рода программные продукты позволят нам выносить решение о проведении контрольных мероприятий исключительно при наличии каких-то, условно говоря, там, допустим, красных индикаторов. Да? Потому что программный продукт, та же АСК НДС-2, позволяет разделить категории вычетов на вычеты высокого риска, среднего риска и низкого риска. Естественно, мы больше будем внимание обращать на те организации, у которых вычеты высокого риска, то есть установление разрывов определенного рода по НДСу, и контрольные мероприятия будут носить точечный характер. Программу внедрения контрольно-кассовой техники планируют завершить в 2028 году. Гугуца Вардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Первое заседание Государственной комиссии по изучению и сохранению научного и творческого наследия Станислава Лакоба провел вице-премьер Жансух Нанба. Не позднее 7 апреля этого года комиссия должна представить на рассмотрение Кабинета министров предложение по увековечению памяти Станислава Лакоба, обеспечению издания неопубликованных рукописей, писем, речей и научных работ ученого. Госкомиссия создана указом президента Абхазии Бадры Гунба 2 февраля. В нее входят сын выдающегося ученого Отто Лакоба, соратники Олег Доменя, Сократ Джинджолия, Валерий Гурджуа и другие общественные и политические деятели, представители Абхазского института гуманитарных исследований АГУ, главы Минкульта и Минпросвещения, Центра стратегических исследований. Прокуратура Сухума в рамках расследования уголовного дела в связи с инцидентом, произошедшим 5 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник», предъявила обвинение Эшсоу Какали и Аслану Камузову. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 113 «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» УК Республики Абхазия. Также в рамках вышеназванного расследования генпрокурором Абхазии направлено в Верховный суд представление о даче заключения о наличии оснований для привлечения депутата Кана Кварча к уголовной ответственности. Рассмотрение представления прокурора проводится в срок не позднее 10 суток со дня его поступления в суд. Граждане Абхазии, имеющие гражданство России, подавшие документы на получение внутренних паспортов Российской Федерации, могут забрать их в Сочи. Выдача изготовленных документов по уже поданным заявлениям будет осуществляться в отделении по вопросам миграции отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи. Обращаться по адресу Краснодарский край, Адлер, улица Гоголя, 1. Об этом сообщил начальник паспортного управления МВД Республики Астамур Калбая. Уважаемые граждане Республики Абхазия, имеющие гражданство Российской Федерации и подавшие документы на получение внутригражданских российских паспортов на территории Республики Абхазия. Сообщаем вам, что выдача изготовленных документов по уже поданным заявлениям будет осуществляться
в отделении по вопросам миграции отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи. Обращаться по адресу Краснодарский край, город Адлер, улица Гоголя, строение 1. Около 3 тонн мимозы экспортировано в Россию с начала февраля. В республике начался активный сезон сбора цветов к Международному женскому дню. Основным поставщиком мимозы является Гулрыбский район, где ее выращиванием занимаются от 500 до 600 крестьянских хозяйств. В одном из хозяйств побывала наша съемочная группа. С приходом весны Абхазия превращается в настоящую цветущую сказку. Уже в феврале-марте здесь прямо на улицах расцветает мимоза. Ее пушистые желтые ветки наполняют воздух ароматом. В этом году цветение мимозы началось раньше. Уже как пару дней по всей Абхазии собирают этот вид цветка. Ветки аккуратно срезаются и кладут в ящик для дальнейшей отправки за границу. В селе Пшап уже несколько дней идет сбор урожая. Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. К 8 марта из республики уже через границу вывезли почти 3000 тонн цветов. Сергей Киносян уже почти 4 года занимается продажей серебристой акации. Например, сейчас бутончиками, вот он маленькие бутончиками, его оставляем в коробке день-два без холодильника, он еще лучше, он полностью открывается. В холодильнике тоже он открывается, но очень медленный процесс. А так с бутончиками дома сейчас имею дома коробки, которые оставил, еще день-два постоят, открываю одну коробку, проверяю, если полностью открылся, все уже в холодильник закинули, и все, он уже там хранится. Урожай хороший в этом году, пока есть. Пока, если погода не испортится, не испортит. Погода быстро портит, за один день может испортиться. Утром встал, все, нету мимозы, вот так могу сказать. Мимоза, известная своим ароматом и яркими желтыми цветами, становится не только украшением дворов, но и источником доходов для местных жителей, которые активно занимаются ее продажей в преддверии праздника. В Гулрыбском районе почти в каждом дворе растет дерево мимозы. Достаточно много, я думаю, что около 500-600 хозяйств, у которых есть деревья мимозы, декоративной акации. Один ящик мимозы весит всего 5 килограмм, что позволяет его удобно транспортировать. В день собирают около 100 ящиков. Все ветки аккуратно срезаются и укладываются в коробки. Что нужно, чтобы цветка было максимально много, больше, а зелени чуть меньше, чтобы букет был более насыщенным. Немножко зелень общипываем, немножко водой обрабатываем, и все, больше ничего. По 5 килограмм в коробке. Мимоза может храниться без холодильника 2-3 дня. Далее, после полного раскрытия бутонов, только при температуре от 0 до 2 градусов. Сергей Миносян первый год занимается сбором мимозы и старается следовать правилам ее сбора и хранения. Работаю не тяжело, легко, временно работает, месяц, долго не длится. Помогаю, уменьшаю ветки, чтобы легче было девочкам резать. 1 килограмм мимозы в Абхазии стоит 100 рублей. В России же серебристая акация – дорогой товар, так как это дерево у них не растет. Мимоза пользуется большим спросом не только отдельными букетами. Ее веточки также очень часто используются в цветочных композициях. Аманда Пакеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Дендропарк Николая Смитского в Агудзере планирует восстановить. Амбициозный проект молодых энтузиастов получил поддержку Российского фонда президентских грантов. Работы уже начались. Проект реализуется в рамках конкурса «Созидатели Абхазии». Аэлита Рутинян расскажет подробности. Агудзерский дендропарк – это одно из старейших и удивительных мест на побережье Черного моря Кавказа, построенного в далеких 1900-х годах и представляющего собой объект паркостроительства на Кавказе. Восстановление парка Смитского – пример амбиций, желания создавать и созидать. Это место с большой историей, пережившее Российскую империю, революцию, Советский Союз и Отечественную войну народа Абхазии. Сейчас нуждается в помощи. Громадный, даже по нашим современным меркам, санаторий Гулрыб-1 был расположен на высоте 120 метров над уровнем моря и удален от него на 2 с лишним километра. После высадки хвойных и вечно зеленых растений, привезенных со всех концов земного шара, здесь образовался обширный парк с повышенным содержанием озона, что сделало эту территорию исключительно благоприятной для лечения туберкулеза. Этот санаторий был высоким образцом для своего времени. Был проведен водопровод, канализация. При парке имелся обширный пляж с маяком и небольшой пристанью. История спасения парка еще не окончена, а началась она, как рассказывает глава поселка Гулрыб Аслан Анкваб, в его кабинете.
История интересная. Зародилась она в кабинете у начальника отдела культуры Гога Шакая. Вот. Он пригласил меня к себе, у него сидел человек, который нам рассказал про эти гранты. И тогда вот у меня в первую очередь такая идея появилась написать гранты по восстановлению парка. Тогда я пришел уже к себе в кабинет, собрал свою команду, и мы начали реализовывать этот проект. На самом деле мы начали восстанавливать то, что было давно забытое. Хотел поблагодарить и выделить человека, который нам уже помогает, Александр Харазия. Он часть обязательств берет на себя по благоустройству парка. Размер гранта составляет 3 миллиона рублей, но этих средств недостаточно для полного восстановления парка. Остальную часть расходов готова покрыть администрация района и неравнодушные люди. Сами работы по восстановлению парка будут идти поэтапно. Первый этап – инвентаризация всех насаждений, ведь в парке есть деревья, которые больны или погибли. Здесь произрастают более 1500 различных видов древесины и растений. У нас будет дренажная система. Обязательно у нас геодезисты будут здесь работать. Мы должны найти высшую точку, низшую точку. Мы должны понимать, как будет работать вообще система, которая будет воду отводить от парка. Это обязательно, потому что без этого здесь, естественно, из-за того, что застаивается вода, деревья больные. Именно вот поэтому. Это второй этап. Третий этап – это уже будет рассадка деревьев, естественно, а потом уже поэтапно будут восстанавливать парк. Внутри уже будут работы вестись конкретно по благоустройству парка. Агудзерский дендропарк по своему содержанию и научному значению является ценной коллекцией растений. Возраст некоторых насаждений превышает 100 лет, и каждая из них несет бесценную научную и практическую информацию. Особый статус был закреплен за территорией парка еще при первом президенте Владиславе Ардзинбо. Выражение «один в поле не воин» идеально подходит под ситуацию с возрождением парка. Над реализацией идеи трудится целая команда. Лиана Ганеева и Лали Жвания рассказывают, как проект создавался и с какими трудностями пришлось столкнуться. Это была, если честно, очень такая нелегкая работа, потому что сам проект достаточно написать сложно, чтобы это было все грамотно построено, чтобы мы могли донести суть этого проекта, его возможности, вот, как это все будет проходить. И реализация сама по себе тоже занимает долгий путь. Вот у нас будет проект до сентября месяца проходить. Изначально, когда писался проект, то есть были дискуссии о том, что, может быть, именно создать благоустройство парка. Но когда уже приехали биоботаники, уже было понятно, что здесь нужно заниматься более глубокой работой, а именно инвентаризацией, так как если мы сейчас не сделаем никакой акцент и не будем лечить деревья и высаживать, то парк превратится просто в полянку. В парке также планируют благоустроить небольшую зону отдыха. Для этого необходимы консультации геодезиста и ландшафтного дизайнера. Также будет создана карта местности. На данный момент у нас проходит мероприятие по инвентаризации парка. Далее будут работать геодезисты. Они будут намечать карту местности, карту нашего парка с его границами. Каждое дерево будет занесено в эту карту. В дальнейшем можно будет ее редактировать. Это будет в программе AutoCAD занесено. В ней же можно будет затем уже работать ландшафтному дизайнеру, прорабатывать какие-то зоны отдыха и, в принципе, благоустраивать в приложении самом. Дендрарий Смитского в Голорыбше в свое время считался лучшим на Кавказе, а затем и одним из самых богатых в Европе по видовому составу. О саде Смитского писали в популярных садоводческих журналах на английском, французском и немецком языках. Сад приобрел поистине мировую известность. В рамках реализации проекта планируется проведение субботников, мастер-классов для детей, высадка деревьев, установка информационных стендов, навигационных табличек. Будет проведена встреча с работником МЧС, который расскажет о безопасном времяпровождении в парке. Айлита Арутюнян, Эльдар Демиров, Константин Парулуа. Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 14 и 15 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу и в воскресенье до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности. Гроза. Температура воздуха ночью 7-12, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.